Здравствуйте. Интервью на БСТ. 500 тысяч школьников примут в этом году башкирские летние лагеря. Когда начнутся заезды и какие смены готовят вожатые, узнаем у нашего гостя. Это Инесса Косолапова, заместитель министра образования Республики Башкортостан. Инесса Васильевна, лето обещает быть жарким. Так говорят синоптики. Я думаю, что горячая пора наступает и для вас. Самый основной вопрос. Родителей, будет ли компенсация? Безусловно, компенсация в этом году будет. Это мера поддержки Республики Башкортостан, которая действует уже не первый год. И компенсация эта выплачивается непосредственно сразу лагерю. Компенсация выплачивается отделом образования. Каждый родитель, чей ребенок обучается в школе, расположенной на территории Республики Башкортостан, может рассчитывать на данную меру поддержки. То есть никаких изменений с прошлым годом нет? Абсолютно нет. Все остается точно так же. Единственное, с учетом индексации увеличилась стоимость компенсации, и в этом режиме мы работаем дальше. Что касается заездов, классический вариант 21 день длится заезд в среднем. Вот есть ли какие-то изменения, нововведения в этом году? В этом году, безусловно, у нас будут смены как летнего отдыха и оздоровления, которые, безусловно, ровно 21 день, но и также будут функционировать профильные лагеря, где смены будут и по 7 дней, и по 14 дней. И эти смены будут тематические, относящиеся к той или иной тематике, либо отрасли. Поэтому здесь лишь только разнообразие программ интересных и форм работы с нашими ребятами. Действительно, сейчас очень горячая пора у всех организаторов летнего отдыха, потому что у нас функционируют в этот период не только загородные лагеря, но и наши центры дневного пребывания, лагеря труда и отдыха. И, конечно, наши малозатратные формы. Потому что загородным отдыхом мы обеспечиваем и охватываем 68 тысяч. Остальное – это как раз-таки наши центры дневного пребывания и иные формы. Сколько лагерей вообще в этом году будет работать? Общее количество у нас по республике – это 1770 лагерей. Но это все типы, все виды, безусловно, и палаточные, как я уже говорила, и загородные, центры дневного пребывания. Если говорить по количеству загородных лагерей, то это порядка 92 лагерей будут функционировать на территории Республики Башкортостан. Есть нехватка. Мы уже с вами говорили о том, что бум, то есть путевок не хватает. Как будете выходить из ситуации? В этом году действительно, как никогда, очень большой спрос у наших родителей на организованный отдых, а это и правильно, потому что мы понимаем, что чем лучше организован отдых ребенка, тем мы больше исключаем различные чрезвычайные происшествия, ну и иные неприятные ситуации. Поэтому сейчас большая часть путевок у нас уже распродана, реализация началась с февраля месяца. Где-то мы уже сейчас добираем профильными сменами, ну, с учетом того, что это короткий период. Но и, безусловно, активно подключаем наши центры доп. Образования, которые будут организовывать так называемые дворовые площадки и организовывать работу уже непосредственно в городе. Ну, тоже, в принципе, выход. Да. Что касается модульных лагерей, то есть по федеральной программе это тоже какой-то ноу-хау. Как вы считаете, насколько перспективна эта идея? Это очень перспективное направление, потому что наша инфраструктура лагерей, она действительно не обновлялась, наверное, с 80-х годов. И мы понимаем, что фонд лагерей очень изношен. И какие-то временные меры и небольшие капитальные ремонты, либо косметические ремонты вопросы не решают. Здесь нужна полная модернизация не только инфраструктуры, но и в том числе и содержательной части. Поэтому федеральная программа, она и нацелена на то, что создается инфраструктура в виде спальных модулей. Регионы создают и обновляют инфраструктуру столовых, медблоков, возможно, иных каких-то помещений, но и в том числе активно регион совместно с федеральным центром работает над обновлением, содержанием программ. Поэтому мы видим
развития этого направления. В прошлом году это было 5 модулей создано, да, на территории Республики Башкортостан. В этом году еще 5, и мы не останавливаемся. Надеемся, что Министерство просвещения дальше будет нас поддерживать. Вот на данный момент какая работа идет? То есть проверка, то есть комиссии всевозможные выезжают наверняка? Конечно, уже фактически большая часть лагерей наших получила санэпидемзаключение. Это 85,9% от общего количества. И оставшаяся часть проводит все необходимые обследования, исследования и уже также готовит документы на то, чтобы встать в региональный реестр. Но и на тех площадках, где у нас в этом году по федеральной программе создаются модули, там заканчиваются ремонтные работы, и 1 июня также эти объекты будут готовы принять наших детей. Но вы чувствуете разницу? Вот есть ведомственные лагеря, есть частные лагеря. Естественно, скорее всего, они как-то превосходят и в условиях. Безусловно. Не знаю, конечно, как вожатский состав работает, может быть, одинаково. Есть такой момент, потому что мы понимаем, что в частных лагерях стоимость путевки несколько иная, ежели чем в муниципальном лагере. Поэтому частные лагеря не имеют больше, наверное, где-то даже возможностей по обновлению, своевременное обновление инфраструктуры. Вожатые работают везде очень хорошо, потому что, как наши даже ребята говорят, и родители, с кем мы общались, некоторые конкретно ездят каждый год в один и тот же лагерь, потому что понимают, что там их любимые вожатые, и интересная всегда программа. Но мы сейчас ведем как раз вот такую работу, я считаю, что на перспективу. Фактически еженедельно выезжаем также по нашим организациям отдыха и оздоровления, и уже для себя в конце сформируем такую дорожную карту развития системы инфраструктуры отдыха и оздоровления для того, чтобы каждый наш лагерь мог абсолютно в любое время открыть свои двери для всех категорий наших граждан. Ну, давайте тогда, прежде чем поговорим об Артеке, Орленке и лагерях, куда поедут наши ребята из Башкортостана, будут ли наши лагеря принимать маленьких жителей Оренбурга, Донецка, Луганска? Конечно, у нас Республика Башкортостан в своих традиционных таких долгих традициях, гостеприимных традициях принимает ребят не только из Луганской и Донецкой народных республик. В этом году у нас уже прошла смена для ребят из Оренбуржья, которые действительно вынуждены были отправиться из своих домов, но в том числе мы и отвлекли их от тех событий, которые у них Обучение происходили. Не шло параллельно? Нет, это была конкретно смена отдыха и оздоровления для ребят со всей развлекательной, интересной программы. Ну и расставались, конечно, сначала заезжали тяжело, потому что отрывались от своих родителей, а далее уже уезжали тяжело из лагеря, потому что уже полюбились все те вожатые, которые с ними работали. Это классика жанра. Да. Ну и, безусловно, ребята из ЛНР, ДНР также будут отдыхать в наших лагерях, но и ребята из Белгородской области, которые сейчас находились на обучении в апреле-мае месяце, они также продолжат отдыхать в летний период. Наши ребята активисты, спортсмены, победители Олимпиад поедут ли в этом году в Артек, в Орленок? Это традиционная и круглогодичная история, когда у нас наши ребята направляются на тематические смены во всероссийские детские центры. Это смена, Артек, Орленок и еще Алые паруса. То есть Артек, просто были слухи, что Артек может не принимать в связи с обстановкой и безопасностью. Это не подтверждается? Это не подтверждается. Все всероссийские детские центры работают и также продолжают отбирать на тематические смены. Если сегодня родители вдруг озадачились, или, может быть, они пробовали и несколько месяцев назад, даже вот вы говорите, что в феврале уже путевки практически были распроданы, как поступить? Все-таки каникулы никто не отменял, и кому путевки не достались, их тоже нужно куда-то деть, им тоже дать возможность отдохнуть нужно. Конечно, но здесь два варианта. Либо мониторить ситуацию на сайте РЕСТ-ЕДУ Башкортостан, где у нас как раз-таки происходит процедура реализации путевок. И второй момент, уже непосредственно обращаться в сам лагерь, потому что мы понимаем, что бывают такие ситуации, когда родители отказываются от путевки в связи с тем, что там какие-то свои определенные обстоятельства. Поэтому два варианта. Я думаю, что обязательно так или иначе задуматься
задуманное все же удастся. Но здесь все-таки главное, наверное, уже и на будущее, все моменты нужно планировать заранее. И коротко о таком идеологическом моменте. Дело в том, что времена меняются, дети наши тоже на месте не стоят, они уже увлекаются. Ну, то есть, допустим, зорницы их не удивишь, что-то новое нужно. Вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня активно работают школы вожатых? Очень хороший вопрос, потому что на федеральном уровне принята целая дорожная карта по поддержке вожатых, безусловно, по обучению вожатых. Поэтому мы ведем активно работу и совместно с нашими студенческими отрядами российскими. Конечно, все педагогические колледжи и вузы также ведут эту подготовку, но и наш ресурсный центр по организации летнего отдыха и оздоровления, это уже определенный пул также формирует. И не только к летней кампании, но и на протяжении всего года ведут с ними работу, потому что все-таки как вожатый, как и любой педагог, должен обучаться постоянно. Но в любом случае, даже если путевки уже распроданы, я думаю, что, может быть, у вас есть любимый лагерь, потому что для многих родителей это вопрос, когда они открывают перед собой список, то есть Абзелиловский район, Зилаирский район, куда отправить. Действительно, 1000 с чем-то лагерей, и хочется каждый год пробовать что-то новое. Есть у вас вот какие-то, ну, я не скажу, что любимчики, но лагеря, которые вам нравятся? Каждый лагерь, он по-своему хорош, поэтому вот отдельно тот или иной лагерь выделить очень сложно. Родителям, наверное, прежде всего нужно посмотреть по тому, какие лагеря вокруг его территории, да, и места проживания. Ну и, конечно же, если ребенок первый раз едет в лагерь, нужно рассматривать тот лагерь, который неподалеку от дома, либо от населенного пункта. Потому что мы понимаем, что здесь все-таки скучать по родителям будет ребенок в любом случае. А там уже можно и пробовать что-то другое. Есть ли у вас еще какие-то рекомендации, ну, может быть, в рамках медицины или какой-то безопасности детей, что-то хотелось бы сказать очень важное? Конечно, хотелось бы обозначить, что все документы нужно готовить заранее, чтобы не было таких моментов, что вот завтра заезд, а у нас не хватает документов. И также к вопросу подготовки ребенка к лагерю, я имею в виду сбора вещей, тоже нужно подойти очень рационально. Не обязательно брать огромное количество вещей. Самое главное, чтобы это была теплая одежда по сезону, соответственно, летняя, обязательно панама, купальный костюм, потому что во многих наших лагерях имеются бассейны, но и те средства личной гигиены, которые пригодятся ребенку. Спасибо огромное. Но остается только пожелать хорошего отдыха нашим ребятам, ну и сил, удачи, творческих успехов нашим вожатым, вожатскому составу наших башкирских лагерей. Спасибо. Дорогие друзья, о летнем отдыхе школьников говорили с заместителем министра образования Республики Башкортостан Инессой Косолапой. Оставайтесь с нами, увидимся.